Николай Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, история Сунтара, она облетела фактически весь мир. Все смотрели сюжеты про него, да? Скажите, пожалуйста, каким он был в детстве? Ну, в детстве он был как обычный парень. Учился в среднем, ну, хорошо, можно сказать. Дружил с ребятами, особенно защищал слабых девчат. Вообще занимался спортом, художественной самодеятельностью. Участвовал во всех. Ну, раньше была тюмерская бригада, и там всегда участвовал, помогал старикам, пожилым. Любил охотиться, любил ездить на мотоцикле, на машине. Я всех своих детей и девчат, и мальчиков учил, как водить мотоцикл, машину, технику. Я по специальности математик. Сперва работал простым учителем математики, потом директором по воспитательной работе школы, директором школы, управляющим отделения, потом главой наслега, главой ПТУ-20, директором ПТУ-23 и конезавода. И потом, когда вышел на пенсию, стал главой фермерского хозяйства. Вот так. И везде, во всех начинаниях, во всех работах мои дети, моя жена помогали во всем мне. Мы все вместе ставша делали деньги, купили технику, все имели мотоциклы, хорошо охотились, дрова готовили. Ну, в общем, то, что занимается деревня, тем их скот держали, табун лошадей держали, огород. Ну, все то, что занимается деревня, всем занимались. Везде они участвовали, коров доили. Такая дружная? Да, дружная большая семья. Ну, сейчас у меня всего 5 детей было, из них 2 мальчиков, имеющих в данное время 15 внуков, 16 правнуков и 1 праправнук. Так что я богатый дед. Вот медаль солдата, да, это учреждена в 96-м или 95-м году во время Чеченской войны. По России мы получили 40 человек. От 47 человек с Якутии. Это много значит, что значит Якутия идет впереди. Достойны отцы. Однажды меня вызывает директор школы. Но обычно, когда в школе нужны какие-то техника или что-то, он всегда приходил ко мне в контору, но он однажды вызывает меня себе в контору. Я думаю, зачем меня так вызывает? Потом я пришел и говорит, ну, Николай Алексеевич, твой сын вчера сбил одного мальчика. Ну, сверстника, я спрашиваю, нет. Он в то время учился в 3 классе, сбил 4-классника. Я говорю, за что? Ну, сейчас будет сам это спрашивать. Подошел сын, и тот парень говорит, Дима, что вчера он сбил моего товарища, 3-классника. Вот поэтому после обеда мы пошли к нему домой. Дима зашел в дом и вызвал его, и где-то во дворе его отдал сдачу. Ну, поняли, да? Ну, за это вот мать жаловалась директору школы, а директор школы ко мне вот говорит. Я говорю, Дима, за что ты его вот так сбил, старшеклассника? Он говорит, вчера вот он сбил моего товарища, вот поэтому я отомстил, говорит. Я сказал, как мальчик, как друг сделал правильно, а как советский ученик неправильно. Он вытащил директора школы, но говорит, ну да, давай идите, выходите. Так, почему так говорит он? Я говорил, я сказал правильно, он как мужик сделал правильно, защитил своего товарища, а как ученик неправильно. Вот если бы его ругал бы за это, что ты неправильно сделал, не защитил своего товарища, он бы вырос каким еще не знаю. Вот так и получается воспитание сына. В конце ноября
сказал, ну, папа, я решил поехать туда. Ну, я спрашиваю, конечно, почему? У тебя же 4 детей, 2 сына. Ну, вот поэтому я еду на СВО, потому что за мной остаются дети от молодых, где сейчас воюют на Украине. Совсем молодые, 20-летние пацаны. Вот их надо обучать. Я все умею говорить. Поэтому мне надо ехать туда. И тем более я 2 раза ездил, когда он учился в школе, ездил на Украину. Очень хорошая страна была. Я должен защитить эту страну от фашистов и бандеровцев. Вот он решил так и сказал, что если отец не бойся, если я погибну туда, то достойно буду погибать, а так не просто. Он и выполнил это свое слово, по-моему. Как вы узнали, что его больше нету и какие? Ну, все время связывались, связывался с командиром роты. Он написал, что 7 сентября он сказал, что он одиночку взял опорный пункт врага. За это мы представили его вот в высшей государственной награде. И потом 9-го, говорит, уже погиб. Не ранен погиб. Вот так я узнал. Жене сразу я сказал. Потом детям, когда он привезли тело Дмитрия, только тогда мы сказали, что ваш отец погиб достойно.